Лидеры в 12 номинациях в Крыму подвели итоги прошлого спортивного сезона, наградили лучших спортсменов, тренеров, юниоров и даже журналистов. На ежегодном балу чемпионов побывала и наша съемочная группа. Каждый из них на один день сменил привычную спортивную униформу на деловой костюм. Повод весомый. Традиционно уже 12-й по счету бал чемпионов, как всегда, собрал лучших из лучших в самых разных видах. Кто только со сборов, кто из отпуска, но нашел время поучаствовать в мероприятии. Это важно, ведь все вместе крымские чемпионы собираются не так уж и часто. Бывает и спорт, и о спорте, о жизни так просто пошучиваем. То есть, естественно, обсуждаем все, что хотим, все обсуждаем. Неизвестно, что без объективов фото и видеокамер обсуждал чемпион Лондонской Олимпиады с чемпионом Пекинской. Но в этот раз титул лучшего спортсмена года предсказуемо достался Александру Усику. В общем зачете он уверенно опередил других, менее удачливых олимпийцев Крыма. Борец Ленур Темиров считает, что все справедливо. Он тоже вошел в десятку лучших, но оказался ниже в списке, потому что в Лондоне славы не снискал. Еще больше хочется попасть еще раз на Олимпиаду, как говорится. И уже и больше стремления, и уверенности уже, и чувствуешь себя уже на ковре по-другому совсем. Успешным прошлый год получился для лучшего крымского шашиста Сергея Белошеева. В 2012-м у него все получилось. Завоеванный Кубок мира – лучшее тому подтверждение. В году нынешнем планку надо обязательно повысить. Шансов для этого у Сергея будет предостаточно. Сейчас будет Кубок мира в Челябинске в марте месяце. Потом два интересных кубка будет. Один будет в Чехии, другой в Италии. Чемпионат мира будет и чемпионат мира в Бразилии. Как показал 2012, не стареют душой и телом и ветераны. Перечислять все титулы легендарного крымчанина Николая Шарлиева можно очень долго, но за свои международные подвиги в пауэрлифтинге, разных видах борьбы, а также пропаганду здорового образа жизни, получил признание соратников. Сейчас, по его мнению, работа стала намного проще. Люди стали понимать, что не надо курить, пить, лучше в спортзалах заниматься, ковать свое тело. Желание организаторов поощрить памятным кубком и добрым словом тех, кто прославляет Крым вне Олимпийских игр, все участники дружно одобрили. В десятку лучших вошла и Анастасия Гончаренко, которая уже давно в числе сильнейших спортсменок в борьбе на руках. Ребята молодцы, олимпийцы, мы ими гордимся, но им и так очень много внимания, их и так показывают, и их и так очень любят. И хотя бы чуть-чуть этим вниманием, славой заслуживают и ребята из любительского спорта. Несмотря на праздничное настроение, не обошлись стороной и насущные проблемы крымского спорта. У велосипедистов, к примеру, финансы по-прежнему поют романсы. Финансирование, инвентарь. Вот это самое главное. Все остальное есть. Желание спортсменов, тренеров, знания. Все это есть. Обыкновенные вещи, как у всех. Как в семье, так и здесь. С трудностями руководители профильных ведомств и федераций пообещали разобраться уже в рабочем порядке, а сам бал чемпионов единогласно назвали удавшимся. Это отличный повод и поговорить, и наградить, и помочь не только добрым словом, но и делом. Каждый раз мы что-то, какую-то изюминку из этого выносим. Я думаю, что следующий бал чемпионов тоже будет более шире. Отрадно, что наша телекомпания не была чужой на этом спортивном празднике. Именно Крым признали лучшим телеканалом республики, освещающим спорт. Валерий Назарян, Анатолий Скорик, Время новостей.